Сәлем етсізбе! Здравствуйте! Вы на канале Учим казахский с Ажар. Здесь мы учим казахские слова легко и понятно. Сегодня мы будем рассматривать такое слово, как байланыс. Байланыс. Байланыс – это коммуникация, связь, любая коммуникация, любая связь. Этимология происхождения этого слова идет от тюркского языка. Связывание или отношение. Байла – это связывай. А ныс – это окончание, которое превращает глагол в подлежащее. Вот. Значит, я думаю, что во многих тоже тюркских языках есть это слово в той или иной форме. Вот. Ну и как обычно, для того, чтобы хорошо запомнить, не то что хорошо запомнить, чтобы запомнить на всю жизнь это слово, нам, конечно, нужно составить достаточно большое количество предложений. В качестве примера я вам буду говорить предложения свои, но для того, чтобы запомнить это слово, вы должны составлять свои собственные полноценные предложения до тех пор, пока вы прям почувствуете, что это слово вошло в вашу память. Таким образом, что вы его никогда не забудете и сможете в будущем с легкостью применять в разговоре на казахском языке. Значит, ну и как обычно мы составляем русские предложения и подставляем вместо слова коммуникация или связь или отношения слово байланыс. Значит, в любое время, в любую эпоху байланыс имел самое важное значение, можно сказать, прямо первоначально, первостепенное значение. Почему? Потому что без получения каких-то новостей, каких-то данных, какой-то информации невозможно строить полноценную жизнь. Вот я даже сейчас представила, как жили наши казахи, древние казахи, казахи, которые наши предки. Вот они, например, там жили на каких-то зимовках, да, или там на жайлау, да, вот, и какими-то своими такими аулами, да. И вот для того, чтобы иметь байланыс между родственниками, между другими аулами, с другими регионами Казахстана, да, вот интересно, какой байланыс они использовали. Ну вот, в качестве байланыс, я думаю, что один из вариантов байланыс у наших предков это были такие люди. Они называли себя акын, серым. Вот. Это люди, которые кочевали из аула в аул. Это вот прям была их функция. Многие рассматривают их только с точки зрения артистов, музыкантов, но я думаю, что они еще были играли как почта, роль как почты, то есть они передавали какие-то новые новости, какие-то приносили, рассказывали, что происходит в этом ауле, что вообще, какие новости слышны из других регионов Казахстана, да, какие там, к примеру, новые законы, если там поменялся правитель, да, это мой взгляд, но я думаю, что, в принципе, так и было, наверное. Вот. Также функцию байланыс, вот я вам уже в более ранних видео рассказывала, что у казахов есть такое правило, если путник постучался к тебе в дверь, ты обязан его накормить, напоить, накормить его лошадь, напоить его лошадь и также обязательно дать ему кров. И я думаю, что это тоже своего рода байланыс, потому что человек, который в пути, он, конечно, имеет больше информации о том, что происходит в принципе, да,
Вот, и он делился, скорее всего, своей информацией. Вот. Таким образом, байланыс. Сейчас, в настоящее время, байланыс это вообще на каком-то невероятно фантастическом уровне. Если мы можем спокойно открыть свой телефон, смартфон, да, и выйти на связь с Америкой, с Австралией, с Новой Зеландией, я не знаю, с кем еще там, с Южной Америкой, с Арктикой, с Антарктидой, с каким угодно регионом мы можем выйти на связь, то есть байланыс. Мы можем установить байланыс и сделать это прямо за секунды. Угу. Вот. Также мы можем написать по интернету. Вот есть байланыс. Сейчас очень много вариантов байланыс. Есть интернет-байланыс, есть сотовый байланыс, есть также проводной байланыс. Да? Вот раньше это были телефоны, которые мы общались через провода. Но проводной байланыс, он имеет ограничения, конечно. Сотовый байланыс, интернет-байланыс, они более охват имеют. Сейчас говорят, что слышала, что Илон Маск организовал свою какую-то интернет-сеть, которая, у которой вообще нет ограничения. Ее байланыс распространяется на все уголки нашей планеты. То есть в любом месте планеты ты можешь поймать этот байланыс. Вот. Вообще байланыс в жизни любого человека играет огромнейшую роль. Почему? Потому что для того, чтобы жить, функционировать, работать, выполнять какие-то задания, ты все время должен находиться в байланыс. И есть люди, которые очень легко налаживают байланыс, а есть люди, которые замкнуты, у них проблемы, у них какие-то препятствия в байланыс. Но это, конечно, препятствия, я думаю, ментального характера, то есть, они или замкнуты, или там стеснительные, да, или вообще не любят находиться там, разговаривать, находиться в кругу каких-то других людей. Вот. Но человек, у которого хорошо налажен байланыс с окружением, причем не только с живыми людьми, когда он может спокойно контролировать свое окружение, предметы, дома, мебель, содержать их в чистоте, это тоже своего рода байланыс, да, это своего рода коммуникация. И его состояние, в принципе, хорошее. Вот. Но это моя точка зрения. То есть, когда у человека хорошее состояние, внутреннее состояние, у него и состояние окружающих его предметов, вещей тоже хорошее обычно. И состояние, кстати, и денег у него больше, и состояние его вещей больше, и он может иметь то, что он хочет. И это, кстати, его обладание напрямую связано с его способностью налаживать байланыс. Потому что байланыс, что такое байланыс? Это обмен какими-то идеями, какими-то речью, письмами, какими-то частичками между двумя точками, да? Правильно? А деньги, что это такое? Деньги это то же самое, да, обмен. То есть вы получаете деньги из какой-то точки. Вы сначала делаете запрос туда, потом вы получаете эти деньги. К примеру, в обмен предоставляете какой-то хороший товар, да? Вот. Это все мое мнение, моя интерпретация. Я просто сейчас составляю предложение со словом байланыс. Так, для того, чтобы сейчас, вот я думаю, что наш Казахстан сейчас прямо очень активно налаживает байланыс со всеми странами мира. И это очень хорошо. Я прямо, знаете, постулирую, что когда-нибудь Казахстан будет иметь зеленую дорогу, прямо зеленый свет для Казахстана будет в отношении получения визы в любую страну мира. Вот я прямо вижу в своих мечтах эту ситуацию.
Вот, так, что еще? Когда ты пишешь кому-нибудь, очень важно получать какой-то обратный байланс, правильно? Потому что если ты пишешь, и там молчок, игнор, да, вот, ну, становится как-то неприятно, правильно? Поэтому всегда очень важно отвечать на любое сообщение, на любой звонок. Если вы сейчас не могли ответить, вы можете перезвонить или хотя бы написать. Благо сейчас очень много всяких мессенджеров, очень соцсетей и всего такого, с помощью которого можно выйти на байланс. Вот. Когда раньше, например, как мы выходили байланс вот в советское время, я помню, мы писали письма. Писали письма, и вот я, например, писала письмо, у меня сестра училась в Свердловске, я жила в Алма-Ате в то время, она жила в Свердловске, и для того, чтобы получить какой-то байланс с ней, да, я писала ей письмо. Я знала, что письмо идет примерно 2-3 недели до Свердловска. Вот. И потом она мне отвечала. Ну, где-то, в общем, месяц-полтора, как минимум, да, уходила на то, чтобы получить байланс. Конечно, те сроки сейчас нас никого не устраивают, да, нам нужно прямо сейчас, вот прямо сейчас набрал и ответил, или там написал, да, если через 5 минут ты не получаешь обратный байланс, да, ты уже такой думаешь, наверное, человек игнорит меня, или там, наверное, человек не хочет со мной, или, наверное, я вообще ошиблась номером. Вот, поэтому очень важно, даже если вы ошиблись, и если вы получили от кого-то незнакомого, все-таки ответить, потому что очень сильно, оказывается, внимание застревает в каких-то циклах байланс, которые остаются без ответа. Вот, поэтому отвечайте на все байланс, выясняйте, и у вас не будет никакого внимания там, и у других людей не останется там никакого внимания. Поэтому теперь ваша задача — составляйте свои собственные предложения со словом байланс и запоминайте это слово навсегда. А я, в свою очередь, хочу вам сказать, что несмотря на то, что я долгое время отсутствовала, вот, я все равно ощущала байланс со своими подписчиками. Спасибо вам большое, что вы поддерживали, читали, ставили лайки. Вот. Жду, что вы продолжите ставить лайки, подписываться, перепосты делать, всячески поддерживать меня. Спасибо большое. Я, в свою очередь, постараюсь не уходить надолго в вынужденный отпуск. Это была шутка. Так что, көп рахмет. Спасибо большое. Сау болыңыз.